«Оннар Гельделяр собака Арше. Они пришли под утро». Так называлась книга, которая была презентована в Камрадской турецкой библиотеке. Она небольшая по объему и написана в прозе, состоит из 3 разделов. Все разделы описывают сложные послевоенные годы в судьбах людей, которые пережили период депортации и голодовку. Я объездил все населенные пункты Гагаузии, не только в Молдове, и гагаузские села на Украине. Сделал аудио-видео записи, это документальные записи, и в основе этой книги лежит только документальное повествование очевидцев, переживших вот этот страшный геноцид, который был устроен советской властью, не русским народом. Русский народ тоже пострадал больше, наверное, всех от власти, советской власти против гагаузов и других. Но здесь, в частности, про гагаузов. Принявшие участие в презентации книги студенты и учителя дали высокую оценку ее богатого художественного значения. У автора, не знаю, была какая в начале задумка, потому что получилось так, что документальную информацию он вложил в рассказ, который, я думаю, что вместе с главными героями раскрывают всю глубину, тяжесть этого времени. Многие присутствующие на презентации книги Федора Занет «Оннар Гельделяр собака Арше» уже успели прочитать эту книгу и поделились своими впечатлениями. В этом произведении рассказывается о тех годах, когда было раскулачивание в гагаузских селах. И по вине такого персонажа, как Петри Маймун, даже само имя говорит Маймун, 1,5 метра рост, и Ламбу персонаж высокий, стройный мужчина, смотрел на него свысока. И за то, что когда-то он ему сделал добро, взял на мельницу, и тот поклялся, что не будет пить, но на 2-й день стал пропивать все, что есть у него на мельнице у нашего Ламбу персонажа, он его выгоняет с работы. На примере одной семьи автор показывает то, каким был наш народ. Учитывая то, именно какой была эта семья, какие были отношения между ее членами, то, насколько они жили в единстве и в любви, и в понимании. Автор искренне поблагодарил всех пришедших и принявших участие в презентации его книги и отметил, что он очень надеется на то, что его новая книга найдет отклик в сердцах гагаузских читателей.